Действительно, Наурыз не имеет никакого отношения к зороастризму? Абсолютно никакого отношения не имеет. Почему? Потому что я детально изучал зороастризм. У них праздника Нового года как такового нету. Мгм. У них Новый год не начинался с весной. Древнекитайские источники, а также такие великие ученые, как азербайджанец Насратдин Туси, узбек Улугбек и многие другие исследователи, они говорят, что тюрки издревле Новый год встречали именно 22 марта. Так что никаких показателей о том, что зороастрийцы имеют отношение к этому, нету. К сожалению, тюрки достаточно не знают свою историю, не изучают историю и с удовольствием его уступают Ага, на другим. самом деле это наша история. Наткнулся на такое видео, где говорится о том, что праздник Навруз не имеет никакого отношения к религии зороастризм. Все бы ничего, я бы пролистал дальше, но здесь слова исходят из уст ученого, исследователя, государственного деятеля, уважаемого Гасанова Гасанова. Гасан Гасанов, не знаю, в какой сфере вы являетесь ученым, но по истории я бы вам поставил 2. Также вы говорите о каких-то древнекитайских источниках, где указывалось то, что древние тюрки праздновали этот праздник еще 22 марта. Также приводите здесь слова у таких ученых, как Насреддин ат-Туси, говорите, что он азербайджанский. Мы еще разберемся, кем он был, Туси, и говорите об ученого, как Улугбек. Давайте все-таки разберемся, какое отношение имеет Навруз к зороастризму. Скажи, явилась истина и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель. Поставьте лайк, репост, идем дальше. Сегодня я расскажу, почему Навруз – этот праздник, который имеет древнеперсидские корни, и что он имеет прямое отношение к зороастризму, несмотря на то, что он сегодня широко отмечается во многих тюркоязычных странах. Начнем мы с происхождения термина. Само слово Навруз происходит из персидского языка, то есть нав значит новый, и руз имеет значение день. Само слово уже указывает на иранские корни, то есть новый день. Древнейшие упоминания праздника упоминаются еще в авестийских книгах, то есть в древних священных книгах зороастрийцев, и связано оно с почитанием бога Ахура Мазды. Навруз праздновался задолго до появления тюркских народов на тех территориях, в которых они сегодня живут. Зороастрийские корни Навруза тесно связаны с зороастрийской традицией, которая была доминирующей религией в древнем Иране. Праздник символизировал победу света над тьмой, весеннее равнодействие и обновление природы. Навруз стал государственным праздником во времена Ахеменидов, 6 век до нашей эры. Цари Персии устраивали торжества в Персеполе, и этот праздник отмечался на огромной территории, включая будущие территории тюркских государств. Тюркские народы, как и многие другие народы, заимствовали Навруз, язык, религию, быт непосредственно в ходе контактов с персами. Это обычный процесс. Праздники, как языки, культура и традиции распространяются и адаптируются на новых регионах. Даже сегодня мы можем это заметить. Одной из персидских традиций в Наврузе – обычное приготовление блюд – хавцин, хавчин. То есть 7 предметов на столе начинаются на букву «С» и начинаются на букву «Ш». Имеет исключительно персидское происхождение и не встречается в древних тюркских ритуалах. Великие персидские поэты, такие как Фирдауси, Амар Хайям, подробно описывали Навруз в своих произведениях. Например, в Шахнаме Фирдауси Навруз упоминается как праздник царя Джамшида. По поводу древнекитайских источников. В древнекитайских источниках нет прямых упоминаний о Наврузе, как о празднике в том виде, в котором он сегодня известен нам. Однако, существуют косвенные свидетельства, связанные с контактами Китая с персидской культурой, где отмечался Навруз. Эти упоминания можно найти в хрониках, описывающих дипломатические, торговые и культурные обмены на Великом Шелковом пути. Например, книга старшего Ханя. В этой хронике описываются дипломатические и торговые отношения династии Хань, которые были еще в 200-х годах до нашей эры с государствами Центральной Азии, включая Парфию, Бактрию, которые находились под влиянием иранской культуры. Хотя прямого упоминания о Наврузе нет, отмечаются весенние ритуалы и праздники, связанные с циклом сельскохозяйственных работ. Сагдийцы, жившие в Китае, отмечали праздник, напоминающий Навруз, что фиксировалось китайскими учеными. Сагдийцы, кто они такие? Сагдийцы – ираноязычный народ, который активно торговал с Китаем. В захоронениях и надписях, найденных в Китае, где захоронены сагдийцы,
саудийские чиновники зафиксированы обряды и упоминания о весенних праздниках, схожих с Наврузом. Я, к вашему сведению, тоже являюсь сагдийцем и живу в Таджикистане. У нас есть такая область Согд. Приходите, будем рады вам. Хотя китайские источники не называют Навруз по имени, они содержат множество описаний весенних праздников и традиций народов Центральной Азии и Персии, которые связаны с Наврузом. Эти данные подтверждаются древность иранского происхождения праздника и распространения за пределами Персии. По поводу Насир-ад-Дина ат-Туси. Вы сказали, что он азербайджанский ученый, то есть принадлежит к тюркским ученым. Я вас поправлю. Он не был тюрком, он был персом по происхождению. Ат-Туси родился в городе Туз, который находится сегодня в Иране, который был историческим и культурным центром персидской культуры. Он писал свои труды на персидском, на арабском языках, но не на тюркском. Его философские и научные работы принадлежат традиции персидской исламской культуры. Его фамилия ат-Туси указывает на его родной город Туз, а не на его происхождение тюркских корней. В исторических источниках он упоминается как перс или иранский ученый, без указаний на тюркское происхождение. Некоторые сегодня иногда ошибочно полагают, что если ученые, служившие каким-то тюркским правителям или монголским, они становятся тюрками. Но нет, это неправильная логика. Итого, празднование Навруза тюркскими народами не делает его тюркским по происхождению. Навруз – это пример того, как великие культуры влияют друг на друга. Он имеет иранские корни, но стал праздником для многих народов. Это не повод для спора, а возможность ценить богатство нашей общей культуры. Задумайтесь об этом. Мира вам и размышления. Ассаламу алейкум.